обсудить, да, как хотите, друзья, хотите послушать или нет. Я вам хотел бы сейчас показать видео с Степашина. Буквально несколько минут, давайте, как раз эти последние 15 минут. Я ваши комментарии особо не вижу. Степашин является военным преступником, массовым убийцей, соучастником геноцида чеченского народа, который должен предстать в Международном уголовном суде в Гааге или же перед чеченским судом. Что несомненно произойдет, да, и при жизни его или после его смерти мы в любом случае накажем этого преступника. Я на это очень рассчитываю. В соответствии с международным правом, как полагается, преступник должен быть наказан. Сейчас начало появляться разные такие вещи, они начали обсуждать эту тему. И они вроде бы, конечно, отрицать такой преступник он не может отрицать. Он занимал руководящие должности, которые подписывались, принимались решения. Об этом есть решения ЕСПЧ указаны, многие его фамилии и должностные лица. И здесь Степашкин начинает рассказывать про Чечню. Давайте посмотрим. Внимание. Лучший вариант, да. Вот если говорить о Чечне, которую вы хлебнули, по-моему, самым полным образом, да. Вот не могли бы вы нам рассказать об этом заседании Совета Безопасности, на котором было принято решение воевать в Чечне? Решение, смотрите, что говорит. Расскажите о вот этом решении, которое было принято 29 ноября 1994 года. В 26 ноября вошла так называемая оппозиция. Никакая это не была оппозиция. Здесь сам Степашин об этом говорит, а потом говорит, что это, мы помогали оппозиции. При этом он до этого говорит, что они готовили этих людей. И что были задержаны, они признают, задержаны были российские военнослужащие. Да? Короче говоря, Россия принимала участие, но она пыталась это делать так завуалированно, как она это делает сейчас в Украине. Вот так она пыталась. Давайте будем слушать, и я буду комментировать. И буду постараться читать ваши комментарии. Это было принято решение Советом Безопасности. Безусловно. В котором вы участвовали. Мы голосовали и даже подписывались. Все, кстати. Все, кстати. Именно о Совете Безопасности, которого Джохар Дудаев называл Совет Опасности, он перечисляет все эти фамилии. Я отдельно, специально для гниды Милова, да, который называл Дудаева бандитом и нас и так далее, это все соучастники, это все подонки и преступники. Есть кто виновен юридически перед нашим народом, а есть морально кто несет уголовную ответственность, кто несет моральную ответственность. Не знаю, насколько Милов уголовно виновен перед нашим народом. И если мы узнаем об этом, конечно же, мы предъявим и Милову эти обвинения. Сейчас Милов морально несет ответственность, просто гнида и гнида, просто за то, что он назвал нашего Джохара Дудаева бандитом, вызвав на переговоры, ведя с ним переговоры, встречаясь, министр обороны Шапошников звонил Дудаеву и так далее, бандиту, как говорит Милов. И бандит Милов, коррупционер, вор, хапуга, ничтожество нам рассказывал про Ерина. Ерин это министр МВД тогда был, и все пытались взвалить на него. Не совсем так. И вот сейчас Степашин говорит, что все принимали решения, да, потому что я обвинял тогда не столько Ерина, потому что Ерин это такая исполнительная фигура в этом деле. А вот кто принимал решения, я вам потом ссылку оставлю под видео, можете посмотреть подробно. Я каждого из них, кого назвал Дудаев, Сосковец, Ерин, Ельцин, Степашин и так далее, их всех я перечисляю. Во Второй войне были уже другие действующие лица, но вот один из них, вот этот преступник, вот эта жирная преступная рожа, свиная рожа, которая обязательно понесет ответственность за свои преступления.
он в этой жизни и в следующей жизни. Да, Алла. Сейчас есть версии, кто-то там голосовал против, кто-то нет. Все подписались. Все. Подписались под тем, что против или за, или за. То, всех сделал соучастниками. Всех подписались все, говорит, и все виноваты. Никто не спорит. Совет опасности. Против никто не был. Подписей против не было ни у кого. Ни у Калмыкова, ни у Примакова, ни у Степашина. На всякий случай. Ни у демократа Козырева. Вот. Начнем с того, что Чечня началась еще в 1991 году. И первые ЧП мы вводили 7 ноября 1991 года еще при Союзе. Ничего не сработало. Понятно было, что к 1994 году это неуправляемая бандитская территория. Бандитская территория. Кто мне что не говорил. Очевидно. Авизо, захваты самолетов. Смотрите, Авизо, мы это тоже разбирали, об этом тоже говорил Милов, да, Владимир Милов. Он именно про эти Авизо говорил. Показал он Авизо с подписью Гайтукаева. Гайтукаев это известный человек, тоже занимался вот этим Авизо, который обвинялся и был посажен за убийство, и его племянники были там посажены за убийство Анны Политковской. И выполнял он поручения России. Соответственно, этот человек работал на Россию. И захваты самолетов, вертолетов и Авизо нас в чем обвиняют? Бандитский анклав, он говорит. Этот бандитский анклав, который был самый экономически развит из развалившегося Советского Союза, с соседних республик приезжали у нас закупаться. Преступность была минимальной, кроме вот этих терактов, которые проводили непонятно кто и непонятно для чего. Потом было ясно, для чего, оказывается, нас надо было запачкать. Автобусы каждый четверг, достали, честно говоря. Автобусы каждый четверг достали его. Представьте, просто надо отметить, что именно КГБ, ФСБ, ФСК занималась этими делами, и ГРУ. И Степашин сейчас сетует, что его достали. Вот, что творили в Ставропольском крае. Крали людей, села грабили. Что, терпеть, что ли, это было? Крали людей и грабили села. Да? Вы помните, что вы во время Дудаева кого-то крали? Я не помню. Это уже во вторую войну Путин, Патрушев подготовили свою агентуру, ФСБ, они начали там вести ГРУ, вести свою деятельность. А при Дудаеве не было таких вещей. И он раньше этого не говорил, раньше это даже не обсуждалось. Они тут по праву сильного решали. А что-то случилось с Сережкой. Сережка теперь начал, не помещающий в экран со своей рожей, приполз и начал нам что-то рассказывать. Про какую-то там демократию он потом будет говорить, что вот мы тут и так далее, и так далее. Нет, Сережа, отвечать придется. За каждую слезинку пролитого чеченского ребенка придется ответить. И вы... Пока чеченцы живы, вы, КГБшники, ставшие миллиардерами, миллионерами на нашей крови, вы не будете этими деньгами, они впрок вам не пойдут. Вы не будете, и ваши дети, и внуки не будут наслаждаться этими деньгами. Это я вам как чеченец гарантирую. Не то, что мы вас будем там отстреливать и так далее. Лично вас, таких как вы, мы будем находить и судить в соответствии с международным правом. Далмула. А ваши дети и ваши внуки и так далее сменят фамилию, спрячутся где-то, чтобы никто не знал. Потому что по закону все, что вы нажили на нашей крови. И вам придется вернуть это чеченскому народу. И мы будем, я вам гарантирую, как чеченец я вам гарантирую, вы каждый будете возвращать. Каждый по фамилии, кого мы установим в судебном решении, чья фамилия окажется, вы все будете нести ответственность. Вы будете самыми известными в чеченском обществе людьми, которых чеченское общество будет находить и наказывать. Далмула. Давайте послушаем Степашу. Поэтому готовили оппозицию, этим занимался в том числе Степашин. Пытались... Второй раз Степашин о себе говорит
фамилии Степашин. В третьем лице он о себе говорит. Подпись была за Степашиным, в том числе этим занимался Степашин. Не я занимался, он этим говорит, а вот это должностное лицо Степашин. Это тоже нужно понять, к чему он склонен говорить. Раньше он был такой Сережа Степашин, он такой весь. Но ситуация меняется. И Дал-Мулла, она еще быстрее будет меняться. И не останется камня на камне, на той лжи, которую они возвели против нас. И мы привлечем к ответственности всех преступников. Дал-Мулла. Чтобы они, конечно, решили свои вопросы. Там Русмартановская, Автурхановские ребята входили туда танки. 2 раза входили. Ну, первый раз без танков зашли. Это было еще в конце августа 94 года, прошу прощения. Мало кто это помнит. Вот. Потом 2-й раз. Ну, а дальше уже пошла спешка, что называется, после вот этих захватов. И особенно, когда захватили наших ребят, военных, помните. Кстати... Только что вы видели, что 29 ноября было принято решение Совета Безопасности, вот эти 2 лжеца рассказывают из «Коммерсанта», что было принято решение о вводе войск в Чеченскую Республику. Теперь же нам рассказывают, потому что были захвачены наши ребята. В ноябре 1994 года российские военные пытаются помочь чеченской оппозиции свергнуть Дудаева. Около 70 офицеров и солдат попадают в плен. Вот вы видите текст. Так вот, эти военные, российские военные, которые пытаются помочь, которые уволены и добровольно, как отпускники на Донбассе, пытаются просто помочь. У него друзья, этот Автурханов, этот Завгаев, Хасбулатов, вот эти все преступники, их друзья. И они просто решили, взяли отпуск, и взяли танки и поехали просто помочь этим. Но об этом известно прекрасно, что руководитель ФСБ Московской области Севастьянов занимался вербовкой этих людей. Потом задних числом увольняли, что были танки, что Автурханов сидел и просил у России помощи, говорил: помогите нам, дайте нам денег и так далее, и так далее. Автурханов — это российский милиционер, который задним числом уволился и возглавил оппозицию, появился откуда-то и так далее. Из небытия, какой-то оппозиционер Дудаева появился и так далее. И все это ложь, которую они нам втирали вот эти 26 лет, 27 лет. И только что они нам рассказывали, что 29-го они приняли решение помочь оппозиции там и так далее. До 29-го, до 26 ноября был этот штурм нашей столицы, который был в пух и прах разнесен и уничтожен. Были все рассеяны, нападавшие, пленены, уничтожены. И в итоге 29-го они приняли решение уже вести официально, когда план под видом оппозиции, а по факту предателей, потому что у оппозиции должна быть какая-то программа, какое-то видение, какое-то развитие. Их программа была это присоединение к России. Ну, это чисто предательство. Никакой программы у них своей не было. И вот эти люди нам сейчас рассказывают, что это была какая-то оппозиция. То же самое, что в Донецке. За исключением нескольких погибших мы их всех вытащили. Многие сейчас берут это на себя, в том числе. Тогда они признались, что они военнослужащие. Они бывшие военнослужащие. Они были уволены, но на самом деле занималась подготовкой, не подготовкой, а федеральной службы контрразведки. Что-то это уже не секрет Поли Шинель. Вот я их потом всех вел в штат ФСК, и, кстати, мы сумели вытащить большую часть ребят оттуда, захватив одного известного чеченского. Вот, господа, только что происходит признание. Для того, чтобы своих пленных, которые на танках приехали в Чеченскую Республику, в дорогом костюме, в дорогих очочках, жирный, толстый, обрюзший преступник нам рассказывает, что был захвачен какой-то чеченский бизнесмен. Послушайте. Банкиров, будем так говорить. Банкир. И, собственно, поменяли. Да, у меня был разговор лично с Дудаевым на эту тему. Что это как не терроризм?
нападают на вас, захватывают вашу страну, военные, вы отбиваетесь, и человек, который занимается в вашей стране бизнесом, бизнесмен, банкир, он берется в заложники и говорит, давайте обменивать. Вот и все, что вам нужно знать о России. И вот об этом человеке. Это преступники, самые настоящие. Нам удалось ребята вытащить. Это уже был, как говорится, вот последняя капля, когда состоялся Совет Безопасности. И вот вы знаете, 2 человек сегодня обвиняют в первую очередь в том, что они, значит, вот, были инициаторами ввода войск в Чечню. Это Ельцина и Пашу Грачева, Павла Сергеевича Грачева, прошу прощения. Даже Грачева больше. Даже Грачева больше. Так, Ельцин до последнего сомневался. Он разговаривал со мной, он говорил с Ериным, он говорил с Грачевым, потом он собирал всех вместе до этого Совбеза. Вот. Наиболее жесткую позицию занимал, кстати, Виктор Степанович. Конечно, шло тяжелое обсуждение. Виктор Степанович это Черномырдин. Сейчас все на мертвого Степаныча. Он как бы был вторым лицом в государстве, полномочия у него были большие, но все сейчас сваливается на него. Потому что Виктор Степанович Черномырдин это тоже была креатива КГБ. И он делал то, что говорили Степашин и другие люди, которые стояли за Степашиным, которые назначали Степашина на этот пост, рекомендовали его там директором ФСБ и так далее. И Грачев, он прекрасно понимал, что, ну, я понимаю, сегодня можно на него все что угодно навешать, его нет в живых. Но я-то вот живой свидетель, я сам знаю, уже рассказал. Из тех, кто остался. Ну, Шумейка, наверное. Да, вся проблема в том, что вот этому свидетелю веры нет никакой. Как говорится, обманка, если более мягко сказать, обманка друг чекиста. Володя, если что-нибудь скажет. Он сам об этом говорит, что можно на Черномырдина все вешать, я это все понимаю, конечно, и так далее. Понимаете, к чему клонит? Да? О себе в третьем лице Степашкин говорит. Потом говорит, что это Черномырдин. И сам потом проговаривается, говорит, ну, конечно, можно на него повесить. Конечно, можно повесить, ты этим и занимаешься. Ты, Степашин, если ты это увидишь, а я думаю, вы меня все там смотрите, раз вы начали уже переигрывать там как-то, зная, что мы знаем, кто враги, наши настоящие враги, начали себе сейчас как-то готовить запасной аэродром в момент отступления. Мы прекрасно знаем, что ты преступник, что ты начинал войну, как первую принимал участие, так и вторую. Чабан-Махи, Карамахи, ты организовывал вот это ваххабистские села, чтобы заманить туда, спровоцировать наших людей. Значит, Грачев до последнего сопротивлялся, что называется, вводу туда войск. Он даже ссылался на то, чтобы эти внутренние войска занимались, что это внутренняя территория, почему с Чечней должны воевать и так далее. Это уже потом у него выскочило, мы одним полком возьмем. Да. Ну, только что Степашин нам рассказывал, вы все слышали, что это был анклав. Каждый четверг захватывались автобусы, в Ставропольском крае захватывались люди и так далее, и так далее. И почему-то министр обороны Российской Федерации был против и говорит, зачем мы должны с Чечней воевать? Степашкин же мог ему объяснить, смотри, каждый четверг захватывают автобусы, они захватывают наших русских людей со Ставропольского края и везут в Чечню, вымогают там и так далее. Фальшивый авизо занимаются. Почему Степашин, как вы думаете, не сказал это Павлу Грачеву, когда тот сказал, почему мы должны воевать с Чечней? Потому что и Павел Грачев, и Степашин прекрасно знали, что это все делало ФСБ. И он не мог ему сказать это. И потому что Грачев посмеялся и сказал, ну, ребят, это же вы все делаете. Поэтому, и вот логика, как она у них переплетается, как она у них противоречит друг другу, отсутствует напрочь, точнее. Потом уже, когда его достали, собственно говоря. Вот. И тогда, я помню, Виктор Степанович врезал ему прямо там на совбезе. Врезал. А Виктор Степанович, как уже Виктор Степанович, был так настроен против чеченцев, хотел воевать, умерший. Это очень важно. Умерший, вот он не может сейчас за себя что-то сказать. А Виктор Степанович врезал Грачеву, министру обороны, как это ты там и так далее. Это показывает, насколько воинственный был этот Виктор Степанович Черномырдин, насколько он был воинственно настроен против нас. Генерал армии.
будущий маршал, герой Советского Союза. Он действительно за дело героя получил в Афгане. Знаешь, да, формулировку? За блестящее выполнение боевых задач с минимальными потерями. Командир дивизии. Вот, и поставил вопрос на голосование. О том, что необходимо вводить войска в Чеченскую Республику. Вот. Проголосовали все тогда. Вот. И скажу откровенно, я об этом уже не раз говорил. Сейчас врать будет. Повторить. Как только он говорит, скажу откровенно, значит начнет врать. У нас до Нового года, до 30 числа, до ночи с 30 до 31 декабря, в принципе-то проблем не было. Не было. 2/3 территории Чеченской Республики контролируются федеральными войсками и оппозицией. Теперь Степашкин, который будет обвиняться не только чеченцами, но и русскими, которые послали на убой и огромное количество молодых, реально молодых, 18-19-летних пацанов, положили в этой мясорубке. Положили очень много мирных граждан. И за это нужно кому-то отвечать. И сейчас Степашин нам хочет рассказать, что он не виноват и что все было нормально. И еще раз прошу заметить, умерший Павел Грачев, он был, оказывается, инициатором начала новогоднего штурма. Видите ли, у него первого день рождения было, и нужно было. Этот Павел Грачев, который был категорически против этой войны, который постоянно только и твердил, что не хочет воевать, и Ельцин был вынужден его заставить. И об этом Дудаев говорит, что Павла Грачева вынуждают воевать. И этот Павел Грачев вот решил на Новый год и на свой день рождения сделать сам себе подарок и захватить Грозный. Вот он все время был против, и вот перед Новым годом ему пришло в голову: блин, у меня же завтра день рождения, надо срочно положить 5, 6, 10 тысяч русских ребят для того, чтобы мне сделать день рождения. Это бред, который опять же пытаются свалить на мертвого человека. Я не оправдываю Павла Грачева, это преступник, военный министр обороны, но нужно точно расставить акценты. Виктор Степанович Черномырдин и Павел Грачев – это два умерших человека, на которые вот этот преступник хочет переложить свою вину. Потери были 3 человека. 3 человека. 3 человека было потери, он говорит. Значит, за все это время, вот с 11 декабря, как они вошли, у них было всего 3 человека погибших было. Это наглая ложь. Я надеюсь, те, кто принимал тогда участие, и хотя бы свидетели, расскажут. Вот у меня в комментариях, я обязательно зачитаю. Напишите, сколько человек до Нового года, с 11 декабря, да, они вошли, там контролировали там большую территорию, но им нужен был Грозный. Есть ли какие-нибудь боестолкновения, которые вы могли бы сейчас вспомнить? Так. Вертолет сбили, и там даже было больше 3 человек. Вот один человек рассказывает, Тарья Турунин. Вертолет сбили. Ложь, конечно, ложь. Когда он говорит, я хочу искренне сказать или честно признаться, значит собирается искренне, честно, как можно сильнее соврать. До Нового года. И когда 28 декабря Ельцин нас вызывает в Москву, меня, Елена, Грачева и почему-то Николаева, там Андрею все больше всего досталось, почему он границу не перекрыл. На что Андрей Борис Николаевич, какую границу? Это же наша страна. Какую границу-то? Тут так Ельцин на него посмотрел. Я думаю, что ты самый умный, что ли? Вот. И шло обсуждение. Я и Елен, Виктор Федорович так вообще помалкивал. Я сказал, что, Борис Николаевич, давайте постоим. Я еще привел пример великое стояние на реке Угре, на что он мне сказал, что там не Угра, а Терек. Я тоже понял, что, видимо, с Угрой не все в порядке, у нас история. Так, здесь мне вот Байсангур Далафер рассказывает, в селе Побединском градом накрыли, их очень много убили, где-то 20 декабря. Это к тому, что вот этот мерзавец, конечно, он врет. Там можно не сомневаться. Вот уже одно за одним вертолет сбит, 20 человек убито, уже боестолкновения были. Еще до входа, помните, в Ингушетии, когда министр здравоохранения Ингушетии машиной перегородил там, и он погиб, и там еще, по-моему, были погибшие российские солдаты. Еще до того, как вошли. Конечно же, врет Степаш. Давайте постоим у Грозного. В городе еще проживало 250 тысяч русских людей. 250 тысяч русских еще проживало, он говорит. Понимаете?
к чему был разговор о том, что чеченцы устроили геноцид русского населения. Помните вот постоянно нам рассказывают? В Грозном, в одном только Грозном, только что, он говорит, проживало еще 250 тысяч человек. И вот тогда были огромные потери именно среди русскоязычного населения, из граждан Чеченской Республики Ичкерия. И несмотря на геноцид, который устроили дудаевские бандиты там и так далее, 250 тысяч в 450-тысячном городе проживало. Это несмотря на то, что войска подтянулись и многие чеченцы выехали из этого города. И да, уезжали русские какие-то. Но 250 тысяч, он говорит, оставалось. И вот и бомбили. Так, для видео это тоже очень важно. Еще вот Тария Турунен говорит, по трассе при проходе колонны еще до 15 октября, еще до Ачхоя был бой, и там подбили вертолет. Посадили на трассу, все это видели. Я лично был у этого вертолета, и я лично срывал с него вот этот дворник. Вот этот дворник, который у него там есть, я его отламывал себе на память. Я оказался в этом вертолете. Я вот не помню, когда это было, но я так понимаю, это было в самом начале войны. Я дату точно не помню. Но этот вертолет помню, его с трассы потом стащили на поле. Там был раненый один летчик, один погибший. Вот такая вот ситуация была. На всякий случай. Вот, и спокойно вести работу на других территориях. Но не срослось. Был ввод в Грозный, и вот с этого все и началось. Вот, началось все с этого. Не с того, что они захватывали автобусы, занимались фальшивыми авизо, годами чеченцев очерняли, против Дудаева устраивались провокации, покушения. Не из-за того, что они в Осетии, в Ингушетии, в пригородном районе между осетинами и ингушами устроили войну, устроили геноцид ингушей, чтобы вытянуть Дудаева, чтобы там задействовать его как-то, чтобы потом напасть на Чеченскую Республику. Как это потом позже было сделано в Дагестане уже в этом направлении. Не поэтому все это было. Все произошло потому, что он предлагал стоять, все, не идите, будут жертвы. А вот Павел Грачев взял и повел на штурм. Видите, человек оправдывается. Человек оправдывается. И они никогда так не делали. Вот сейчас завизжали свиньи, завизжали. И это только начало. Я знаете, чего больше всего боюсь? Я боюсь, что Россия станет на колени перед Америкой. Я боюсь не потому, что она встанет на колени. Это нормальное явление, которое рано или поздно произойдет. Приедет президент России, поднимет руки в Сенате США вверх и скажет: Господи, благослови Америку. Вот это однозначно так произойдет. Я не боюсь этого. Я боюсь, что американцы, когда они встанут на колени, их простят. Вот чего самый мой кошмарный сон. То, что когда они встанут на колени, их американцы простят. Вот что самое страшное. Давайте послушаем дальше. Я когда 2 января туда приехал, вот вышел из БТР, но я, собственно, на броне ехал, потому что внутри опасно. Потому что попадет, там сгоришь. Лучше наверху тебя снесет, может, живым останешься. Директор ФСК, кстати, приехал туда на броне. Вот, можете себе представить, да? Выхожу, то есть спускаясь на землю, смотрю, идет огромное количество людей с белыми флагами, нас увидели. Русские люди с белыми флагами. Вот это никогда в жизни не забуду. Вот это тоже мне этот момент очень понравился, когда он говорит, русские люди идут с белыми флагами. Да вы же их окружили, вы их, они сдаются, вам идут. И он никогда этого не забудет, говорит. А потом вы взорвали своих русских в 99-м, чтобы заново на нас напасть. Подонки и мерзавцы. А что вы имели в виду, когда в одной из бесед вы сказали фразу в том смысле, что КГБ должно действовать не как в Чечне, а как в Крыму, образцово? Что имелось в виду, что без потерь? Конечно, конечно. Ну, в Крыму это уже была другая страна, другая история и другие люди. У вас было недолгое премьерство, и оно...
Слышите, теперь он говорит, что ФСБ, там, КГБ должно было действовать как в Крыму, чтобы без крови там и так далее, и так далее. Ну, маленькая проблема. В Крыму не было чеченцев, которых пришли оккупировать. Вот вся загвоздка там получилась. Поэтому никак бы ни другие люди, ни эти люди, ни кто-либо другой, кто придет с чеченцами с войной, тот не уйдет победителем, не испробовав, не испив чашу, которую он принес нам испить. Наша история как бы драматически с ухода Примакова. Ну, да. Для меня особенно, потому что мы с ним дружили. Расскажите, как он вам передавал дела? И передавал ли? Потому что у нас немалые ситуации, когда дела не передаются. Ну, Максимыч до последнего считал, что этого не произойдет, хотя разговоры и слухи ходили об этом. Вот. Готовился Аксененко. За несколько дней до этого я тоже знал эту информацию. Я все-таки тогда был министром внутренних дел, если помнишь, первый вице-премьер. До этого первого. Да, назначен, да. Поэтому я эту историю знал. И вот это ночное назначение. Ну, это Чубайс, наверное, я не знаю, рассказывал он вам или нет. Вот. Насколько мне говорил Валентин Юмашев, переломил историю тогда Толя, Анатолий Борисович. Он сказал, что Аксененко не проходной, его никакая дума никогда ни в каком запале, даже бешеном, не изберет. Но тогда дума-то была немножко другой. Поэтому вот неожиданно моя кандидатура всплыла, для меня тоже абсолютно. Да, нечаянно вообще, нечаянно назначили этого преступника, который, он сейчас еще расскажет, увидите, очень интересно, как он оказался в этой власти там, и так далее. Волошин, я проводил совещание, звонок, вот, Волошин, я говорю, ты что, у меня совещание, Борис Николаевич меня приглашает. Я говорю, какой вопрос? Узнаешь. Ну вот, собственно, и узнал. Выходит Примаков из дверей. Сначала прошел мимо, я окликнул его, Максимыч, мы с ним были на «ты». Он обернулся, сказал, Серега, ты будешь премьер-министром. Я сказал Ельцину, что это лучшая кандидатура. Но я понимаю, из тех, что были предложены. Вот. После того, когда все состоялось, я с Ельцином была беседа, я спросил, зачем, за что и почему. Он сказал, что это моя личная просьба, вы видите, какая тяжелая ситуация и так далее. В общем-то, честно говоря, можно было отказаться. Я сейчас думаю, может быть, и надо было отказаться. Хотя кто его знает. Вообще многие говорят, что невозможно отказаться, когда тебе предлагает президент. Ну, можно. Я отказывался. Уже сейчас, и не раз. Так вот, нет, там была просто человеческая просьба. Мы все-таки с Ельцином вместе с 90-го года прошли огонь и воду вместе. Вот, и вот, он как отец ко мне, потому что 31-го года, я 52-го, с сыновьями гожусь, он так вот по-человечески сказал. И я поехал в Белый дом, вот, встретились с Максимычем, проговорили, потом собрали все правительство. Вот, То есть это была доброжелательная передача? Абсолютно, уж друзья. А еще один есть вопрос. Вы где-то писали или говорили, или кто-то это рассказывал о том, что Ельцин в 1998 году вас вызвал и сказал: Сергей Владимирович, вы должны обеспечить, вы были министром МВД, вы должны обеспечить со своей стороны, естественно, снос мавзолея. Что это было? И действительно это было реальное решение? Ну, идея не мавзолей сносить, еще мавзолей, соглашение, да, из области фантастики, да. Вот, и звонок утром. Ну, и у меня состоялся разговор короткий с Борисом Николаевичем, на что я сказал, что, я министр, мы, конечно, будем обеспечивать общественный порядок. Я говорю, Борис Николаевич, это может очень плохо закончиться. Я говорю, я министр, я не боюсь ничего, я говорю, плохо закончится. Нам еще не хватало. У нас и так тут навалилось проблем с импичментом. Экономика трещит по швам. Уж помните, что в 98-м бочка нефти стоит $9. Бог мой. Это год дефолта. Год дефолта, да. Ну, в общем, я так понимаю, что я был не один. Я знаю, что и Валя, и Татьяна его убеждали этого не делать. Вот. Не знаю, кто еще, честно говоря. Может быть, еще кто-то. Не знаю. Но решение не прошло. Не прошло, так что вот, и Ленин жив, и мавзолей стоит, и МВД не в тюках. Ну, грубо говоря, вот так он поговорил, вы можете это видео посмотреть на канале
30 лет без СССР, новые видео тут начали появляться, и они так потихонечку начинают эту тему обсуждать. Нам же нужно готовиться к тому, что они будут сейчас как ужи на сковородке изгаляться, сваливать на умерших уже вину, ответственность, как они это всегда делают. И всячески пытаться, нам нужно доказать их вину. Не распыляться там на умерших, хотя их, конечно, тоже Ельцин, Грачев, Ерин. Эти люди, хоть и умершие, они несут ответственность перед историей. Мы обязательно их фамилии будем указывать везде и будем везде распространять эту информацию. Поэтому, как говорится, все